Обзор главных событий дня вашему вниманию представляет информационная программа «Новости» в студии Насиба Гулямова. Добрый вечер. Уважаемые телезрители, глава государства подписал ряд указов, постановлений правительства Республики Таджикистан, а также распоряжения президента Республики Таджикистан, которые сейчас будут представлены вашему вниманию. Указ президента Республики Таджикистан о назначении Хамидова постоянным представителем Республики Таджикистан при Всемирной туристической организации в Организации Объединенных Наций в Королевстве Испания. В соответствии со статьей 69 Конституции Республики Таджикистан постановляю назначить чрезвычайного и полномочного посла Республики Таджикистан в Швейцарской конфедерации Хамидова Джамшеда Тагоевича постоянным представителем Республики Таджикистан при Организации экономического сотрудничества Организации Объединенных Наций в Королевстве Испания по совместительству. Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон, город Душанбе, 14 мая 2019 года. Указ президента Республики Таджикистан о назначении Зохиди постоянным представителем Республики Таджикистан при Организации экономического сотрудничества. В соответствии со статьей 69 Конституции Республики Таджикистан постановляю назначить чрезвычайного и полномочного посла Республики Таджикистан в Исламской Республике Иран Зохиди Низомидина Шамсидин Зода постоянным представителем Республики Таджикистан при Организации экономического сотрудничества по совместительству. Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон, город Душанбе, 14 мая 2019 года. Постановление правительства Республики Таджикистан от 14 мая 2019 года об освобождении Ганджал Зода от должности заместителя министра транспорта Республики Таджикистан. Правительство Республики Таджикистан постановляет освободить Ганджал Зода Ширали Рахмона от должности заместителя министра транспорта Республики Таджикистан в связи с переходом на другую работу. Председатель правительства Республики Таджикистан Эмомали Рахмон. Постановление правительства Республики Таджикистан от 14 мая 2019 года об освобождении Юсуфи от должности заместителя председателя налогового комитета при правительстве Республики Таджикистан. Правительство Республики Таджикистан постановляет освободить Юсуфи Пулоджона Султона от должности заместителя председателя налогового комитета при правительстве Республики Таджикистан в связи с переходом на другую работу. Председатель правительства Республики Таджикистан Эмомали Рахмон. Постановление правительства Республики Таджикистан от 14 мая 2019 года об освобождении Сафарзода от должности заместителя председателя налогового комитета при правительстве Республики Таджикистан. Правительство Республики Таджикистан постановляет освободить Сафарзода Лолу Хаким от должности заместителя председателя налогового комитета при правительстве Республики Таджикистан в связи с переходом на другую работу. Председатель правительства Республики Таджикистан Эмомали Рахмон. Постановление правительства Республики Таджикистан от 14 мая 2019 года об освобождении Нажмудин Зода от должности директора агентства социального страхования и пенсий при правительстве Республики Таджикистан. Правительство Республики Таджикистан постановляет освободить Наджмудин Зода Сафарали Махсудиновича от должности директора агентства социального страхования и пенсий при правительстве Республики Таджикистан в связи с уходом на пенсию. Председатель правительства Республики Таджикистан Эмомали Рахмон. Постановление правительства Республики Таджикистан от 14 мая 2019 года об освобождении Одина Зода от должности первого заместителя директора агентства социального страхования и пенсий при правительстве Республики Таджикистан. Правительство Республики Таджикистан постановляет освободить Одина Зода Назокат Хайруло от должности первого заместителя директора агентства социального страхования и пенсий при правительстве Республики Таджикистан в связи с переходом на другую работу. Председатель правительства Республики Таджикистан Эмомали Рахмон. Постановление правительства Республики Таджикистан от 14 мая 2019 года об освобождении Шариф Зода от должности заместителя директора агентства социального страхования и пенсий при правительстве Республики Таджикистан. Правительство Республики Таджикистан постановляет освободить Шарифзода Файзулло Неймата от должности заместителя агентства социального
страхования и пенсий при правительстве Республики Таджикистан в связи с переходом на другую работу. Председатель правительства Республики Таджикистан Эмомали Рахмон. Постановление правительства Республики Таджикистан от 14 мая 2019 года об освобождении Курбонзода от должности начальника государственной службы по надзору и регулированию в области транспорта Министерства транспорта Республики Таджикистан. Правительство Республики Таджикистан постановляет освободить Курбонзода Хуршеда Хазрата от должности начальника государственной службы по надзору и регулированию в области транспорта Министерства транспорта Республики Таджикистан. Председатель правительства Республики Таджикистан Эмомали Рахмон. Постановление правительства Республики Таджикистан от 14 мая 2019 года о генеральном директоре государственного унитарного предприятия Тоджик Сугурта Сатори. Правительство Республики Таджикистан постановляет считать прекращенными полномочия генерального директора государственного унитарного предприятия Тоджик Сугурта Сатори Аловудина Мирзо в связи с его смертью. Председатель правительства Республики Таджикистан Эмомали Рахмон. Постановление правительства Республики Таджикистан от 14 мая 2019 года о назначении Давлатзода директором Агентства социального страхования и пенсий при правительстве Республики Таджикистан. Правительство Республики Таджикистан постановляет назначить Давлатзода Дилмурода Ашурбека директором Агентства социального страхования и пенсий при правительстве Республики Таджикистан. Председатель правительства Республики Таджикистан Эмомали Рахмон. Постановление правительства Республики Таджикистан от 14 мая 2019 года о назначении Ганджалзода начальником государственной службы по надзору и регулированию в области транспорта Министерства транспорта Республики Таджикистан. Правительство Республики Таджикистан постановляет назначить Ганджалзода Ширали Рахмона начальником государственной службы по надзору и регулированию в области транспорта Министерства транспорта Республики Таджикистан. Председатель правительства Республики Таджикистан Эмомали Рахмон. Постановление правительства Республики Таджикистан от 14 мая 2019 года о назначении Максудзода генеральным директором государственного унитарного предприятия Тоджик Сугурта. Правительство Республики Таджикистан постановляет назначить Максудзода Шухрата генеральным директором государственного унитарного предприятия Тоджик Сугурта. Председатель правительства Республики Таджикистан Эмомали Рахмон. Распоряжение президента Республики Таджикистан за ненадлежащее выполнение своих должностных обязанностей объявить выговор Нурмахмадзода Джамшеду, председателю Национального банка Таджикистана, Нуралиеву Джамулидину Камоловичу, первому заместителю председателя Национального банка Таджикистана, Машрабзода Хамидуло Махмадуло, заместителю председателя Национального банка Таджикистана, Салимовой Лоли Джумаевне, заместителю председателя Национального банка Таджикистана. Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон, город Душанбе, 14 мая 2019 года. И еще одно распоряжение правительства Республики Таджикистан от 14 мая 2019 года в соответствии со статьей 32 Закона Республики Таджикистан о государственной службе за ненадлежащее выполнение своих должностных обязанностей объявить выговор Каримзода Хуршеду Абдурахмону, начальнику таможенной службы, Турсунзода Азиму Хайдару, первому заместителю начальника таможенной службы, Хурматзода Изатуло Зарифу, заместителю начальника таможенной службы, Ширализода Хуршеду, заместителю начальника таможенной службы при правительстве Республики Таджикистан. Председатель правительства Республики Таджикистан Эмомали Рахмон. Постановление правительства Республики Таджикистан от 14 мая 2019 года о внесении изменений в постановление правительства Республики Таджикистан от 28 декабря 2006 года под номером 612 в соответствии со статьей 56 Закона Республики Таджикистан о нормативно-правовых актах правительства Республики Таджикистан
постановляет: из структуры Центрального аппарата таможенной службы при правительстве Республики Таджикистан, утвержденной постановлением правительства Республики от 28 декабря 2006 года под номером 612 о таможенной службе при правительстве Республики Таджикистан, 14-й абзац Управления внутренней безопасности исключить. Председатель правительства Республики Таджикистан Эмомали Рахмон. Уважаемые телезрители, это были указы президента Республики Таджикистан, постановления правительства страны и распоряжения главы государства. К другим темам выпуска. Информация о созыве 19-й сессии Маджлиси Милли, Маджлиси Оли Республики Таджикистан 5-го созыва. В соответствии со статьей 24 Конституционного закона Республики Таджикистан о Маджлиси Оли Республики Таджикистан постановляю созвать 19-ю сессию Маджлиси Милли, Маджлиси Оли Республики Таджикистан 5-го созыва 30 мая 2019 года в 9 часов утра в городе Душанбе. Председатель Маджлиси Милли, Маджлиси Оли Республики Таджикистан Махмадсаид Убайдулоев. Совет Маджлиси Милли, Маджлиси Оли Республики Таджикистан сообщает, что на 19-й сессии Маджлиси Милли, Маджлиси Оли 5-го созыва предусматривается рассмотрение следующих вопросов: Закона Республики Таджикистан о пастбищах, Закона Республики Таджикистан о внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Таджикистан об административных правонарушениях, Закона Республики Таджикистан о внесении дополнений в Закон Республики Таджикистан об иных обязательных платежах в бюджет, Закона Республики Таджикистан о внесении изменений и дополнений в Закон Республики Таджикистан о проверках деятельности хозяйствующих субъектов, а также ряда других законов, принятых Маджлиси Намояндагон, Маджлиси Оли Республики Таджикистан. Мы продолжаем выпуск. Терроризм и экстремизм превратились в самую, несомненно, серьезную проблему человечества в 21 веке. По словам международных экспертов, предстоящая Душанбинская конференция высокого уровня, международное и региональное сотрудничество в борьбе с терроризмом и его финансированием за счет незаконного оборота наркотиков и организованной преступности послужит важной платформой для всестороннего диалога, обмена знаниями, обмена опытом, а также для активизации совместных усилий по противодействию современным вызовам и угрозам. За последние годы более 100 стран мира стали объектами разрушительных действий террористов. В результате террористических атак погибли сотни тысяч мирных жителей, миллионы людей покинули свои жилища. Ущерб, нанесенный экономикам стран, составил сотни миллиардов долларов. Таджикистан, как активный член мирового сообщества, принимает всесторонние меры для усиления совместной борьбы с терроризмом, экстремизмом, радикализмом, незаконным оборотом наркотиков и оружия, транснациональной организованной преступностью и другими угрозами современного мира. В целях активизации усилий по противодействию современным угрозам и вызовам в Душанбе запланировано проведение конференции высокого уровня «Международное и региональное сотрудничество в борьбе с терроризмом и его финансированием за счет незаконного оборота наркотиков и организованной преступности». Таджикистан, очень активный член Организации Объединенных Наций, поддерживает начинание организации по многим вопросам, по водной тематике, по экономической тематике и очень сильный игрок по контртеррористической проблематике. К зарубежным новостям. На территории субъектов Российской Федерации в 46 регионах бушевали пожары, 5 человек погибли в результате крушения 2 гидросамолетов на Аляске. 1 человек погиб, 3 пострадали в результате взрыва на заводе по производству деталей для мобильных телефонов в Южной Корее. А в сирийском городе Скальбия под обстрелом боевиков погибли 5 маленьких детей. В Индонезии от переутомления по время подсчета голосов умер 91 человек. Об этих и других событиях в мире подробнее мои коллеги. 5 человек погибли в результате крушения 2 гидросамолетов на Аляске. 2 самолета столкнулись в воздухе на юго-востоке штата, приблизительно в 15 километрах от города Кичиган. Всего в момент крушения на борту 2 самолетов находились 2 пилотов и 14 пассажиров. В настоящее время спасатели продолжают поиски 1 человека. Ранее СМИ сообщали, что удалось спасти 10 человек, которых немедленно доставили в ближайшие населенные пункты, чтобы оказать им медицинскую помощь. Изначально считалось, что еще 6 человек пропали без вести. В
В сирийском городе Скальбе под обстрелом боевиков погибли 5 детей. 2 снаряда попали в жилой дом. В результате погибла женщина. Ранение получил 1 ребенок. 3-я ракета взорвалась рядом с местным храмом. 1 человек погиб, 3 пострадали в результате взрыва на заводе по производству деталей для мобильных телефонов в Южной Корее. По данным местных СМИ, инцидент произошел в городе Чечхон, около 170 километров к юго-востоку от Сеула. Взрыв на конвейере вызвал возгорание. Примерно через 10 минут после начала пожара он был локализован. Полиция и пожарная служба устанавливают причину происшествия. На территории субъектов Российской Федерации в 46 регионах бушевали пожары. В 53 субъектах Российской Федерации прогнозировалось ухудшение лесопожарной обстановки. На территории 46 из них в течение недели возникло более 1000 очагов природных пожаров на общей площади более 150 тысяч гектаров. Наиболее сложная обстановка сложилась в Бурятии, Забайкальском крае, Амурской, Иркутской, Курганской и Челябинской областях. Ну и возвращаясь к местным новостям, Шашмаком и Фалак, несомненно, вершины таджикской классической музыки. История этих традиционных музыкальных жанров насчитывает более 10 веков. Специалисты отмечают, что это музыкальное искусство раскрывает весь потенциал вокальных данных певца. Подробнее моя коллега Зумрат Фазиева. Роль классических искусств Шашмакома и Фалака огромна. Шашмаком признан шедевром культурного наследия со стороны ЮНЕСКО. В Таджикистане действует государственная программа развития искусства Шашмакома, Фалака и традиционной школы «Мастер-ученик» в Республике Таджикистан. Эта программа нацелена на повышение статуса таджикской традиционной музыки в современном обществе, всестороннее развитие художественного и духовного мышления таджиков, а также на подготовку специалистов Шашмакома и Фалака. В городе Истаравшан соблюдаются эти традиции, и древнее искусство Шашмакома развивается и становится все более популярным среди молодежи. Шашмаком – сложный стиль. Здесь важна вибрация связок и четкий ритм. Под шашмаком танцовщицы исполняют оригинальные танцы, где каждое движение имеет определенный смысл. Шашмаком в переводе означает 6 ладов. Много веков назад их было 12, но со временем музыка была упрощена. Исследователи считают, что шашмаком надо уметь не только исполнять, но и слышать и даже чувствовать. В этом виде искусства используются газели таджикских классиков, наполненные философской мудростью. Под звуки шашмакома на Востоке правители решали важные государственные дела. Сочетание звуков имеет определенный стиль, погружая в раздумья и заставляя выносить обдуманные решения. Уважаемые телезрители, это были главные новости к этому часу. Я благодарю вас за внимание. Будьте здоровы.